Сотрудники поисково-спасательной службы, коммунальной, технической, газовой, медицины катастроф, пожарной лаборатории, одним словом, представители системы гражданской обороны и предупреждения ЧС собрались сегодня в Доме правительства Чувашии, чтобы подвести итоги работы и поставить задачи на будущее. Такая встреча проходит каждый год и всегда сопровождается выставкой новой техники и спасательных инструментов. Ирина Ромадова расскажет, что сегодня сотрудники МЧС демонстрировали чиновникам и горожанам на площади республики. Этот пункт обогрева появился в МЧС недавно. Хорошо, что поводов разворачивать его не в учебных целях пока не было, говорят спасатели. Впервые новинку решили показать на смотре техники, сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Эта палатка вмещает до 30 человек, но можно, конечно, и больше. И когда на улице практически минус 25, здесь тепло, здесь могут накормить, обогреть и угостить горячим чаем. Спасибо. Благодаря работе генераторов тут светло, можно воспользоваться микроволновкой, электрочайником и зарядить телефон. Такие пункты обогрева сотрудники МЧС используют, например, на трассе. Если ее замело снегом, движение встало, а поблизости нет кафе, чтобы водители могли согреться и поесть. Палатку, новую технику и различные средства для ликвидации ЧС оценил председатель правительства Иван Моторин. Он же отвечает за всю гражданскую оборону республики. Опрос социологический, который проводится, говорит о том, что в Чувашии у граждан есть уверенность именно в безопасности, надежности. Это как раз говорит о том, что все наши службы работают на достойном уровне. Для этого у экстренных служб республики все есть. Вот, например, пожарно-спасательный автомобиль с автоматизированной системой подачи воды. Также на смотр приехал современный автомобиль первой помощи «Натиск». Новые технические характеристики, новые подходы к тушению пожаров. Соответственно, очень полезная и нужная машина в городе, потому что при малом расходе огнетушащих средств очень эффективно тушит загорание квартир. Был получен пока еще один квадрокоптер, это беспилотный летательный аппарат. Сегодня буквально у нас выезжает ответственные лица для того, чтобы получить еще 6 штук. Очень удобно проводить разведку в больших крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, определять пути ввода сил и так далее. В январе был расформирован Приволжский региональный центр МЧС с управлением в Нижнем Новгороде. И Чувашия теперь будет подчиняться напрямую Москве. В республике говорят, что принципиальных изменений в своей работе пока не почувствовали. Это укрупнение руководящих структур. То есть здесь, в принципе, нам ничто не мешает. И мы как работали, так и будем работать, потому что Приволжский федеральный округ как административная единица Российской Федерации остается. Соответственно, мы, как Чувашская республика, тоже остаемся, никуда не деваемся. Силы и средства остаются те же самые. Просто руководители наши теперь будут находиться не в Нижнем Новгороде, а в Москве. Подводя итоги работы МЧС в 2016 году, Станислав Антонов отметил, что в последнее время задач по защите населения от ЧС становится все больше. Учебно-методический сбор руководителей экстренных служб не обошелся без вручения наград, званий, медалей и дипломов. Один из них получила и наша телерадиокомпания. Ирина Ромадова, Павел Редков, Вадим Ильин. Вести Чебоксары.